Крутые виражи судьбы Зосимы Панева. Экскурсию по Сыктывкару с таким названием провели историк Игорь Бобраков и дочь самого советского деятеля Людмила Сандригайло. Слушатели прошли пешком по местам, неразрывно связанным с Зосимой Васильевичем. Дом печати, музыкальный театр, университет – все то, что так или иначе касается деятельности председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР и появилась в Коми крае благодаря в том числе и его заслугам. Александра Головина продолжит. А разговор был такой: вот надо именно такой урожай получить. Он ночами, днями, все время на верхом на лошади был и добился этих урожаев и получил орден Ленина за это. Орден Ленина. Дом печати. 70 лет назад здесь работал региональный совет министров. Здесь долгое время трудился Зосима Васильевич Панев, председатель сначала Совета министров, а затем и Президиума Верховного Совета Коми АССР. Первой точкой экскурсии это место выбрано неспроста. Они пройдут пешком по Усть-Сысольску. Проект с таким названием стараниями историков живет уже 5 лет. Участники в основном сложившийся костяк неравнодушных к истории родного края жителей. А сегодня еще и те, кому не безразлична судьба Зосимы Панева. Каждая тема – это какая-то отдельная, не о всем городе, а вот, например, начиналось с храмов, которые были, потом с тюрем, как ни странно, Сыктывкар тюремный был, Сыктывкар, Усть-Сысольский, вернее, Усть-Сысольск-Купеческий. В качестве гида по Сыктывкару Людмила Сандригайло, бывший профессор лесного института, пожалуй, как никто знает судьбу родного отца. За долгие годы работы, в том числе и его стараниями, Коми сильно преобразилась. Сыктывкарский ЛПК, Государственный университет и театр оперы и балета появляются в республике именно в период его работы на высоком посту. Немножко как бы осветить его биографию, уже стоя рядом с объектами, благодаря ему построенным в Сыктывкаре. Многие люди забыли, что основное строительство в Сыктывкаре было 50-е, 60-е и 70-е годы. Особенно 50-е, 60-е. То есть все объекты, которые мы сегодня знаем, они были, по крайней мере, заложены, это точно. Среди слушателей почти нет молодежи, и это очень важный для организаторов экскурсии вопрос. Как заинтересовать молодое поколение, как сохранить память истории. Конечно, это очень плохо, что сейчас молодежь мало знает историю, особенно Республики Коми. У меня, например, был отдельный предмет истории Республики Коми, который вел Рогачев Михаил Борисович, замечательный историк. И мое поколение, кто это застал, очень хорошо знает историю города, историю Республики Коми. Жизнь Зосимы Панева уложилась в целую эпоху. Он родился за 3 года до Октябрьской революции, а умер через 3 года после развала СССР. Его вклад в развитие родного края неоспорим. Особенно это ощущается в юбилейный для Коми год. Хотя это важно помнить всегда. Благодаря этому и жива наша республика. Александра Головина, Никита Чернов и Николай Постников. Телеканал Юрган, Сыктывкар.